Не спрабуйце пазнаць мясцовасці гэты касцёл. Хутчэй за ўсё вы яго не бачылі, бо знаходзіцца ён на ўскрайку Любліна. А патрапілі мы сюды мэтанакіравана. Ужо некалькі год існавала задумка пагутарыць са святаром, які 28 год свайго жыцця аддаў служэнню на Беларусі і выехаў сюды, у Люблін, толькі некалькі гадоў таму. Яго імя неаднойчы ўзгадывалі мы ў розных праграмах, а жыхары Гомеля, упэўнена, ніколі не забудуць яго. Ксёндз Славамір Ласкоўскі. 10 гадзін у чарзе на мяжы, кіламетры дарог, і вось сёння мы ў гасцях у яго. Я памятаю аднойчы, як я была в Гомеле, толькі приехала тады в гомельскую семью, и вы были там у нас в гостях, вы так поглядели на меня и сказали: так вот ты какая зорка из Минска. А я тогда еще не была зоркой, я только теперь стала зоркой. Так? Да, я памятаю это. Вы меня тогда ведь не уразили. Думаю, ну и комплимент с порога. Ксёндз Славамір, разрыв с Гомелем у вас уже зажил? Любовь не заживая, она остается. А раны? Были раны в Гоголе? В любви без ран не бывает. Так что были, естественно. А сколько годов этой истории развитания с Гомелем уже? Ну, в 17-м съехал, значит, уже 6. То бок в Люблине уже обжились? Ну, так, слегка. Живу у таким чемоданным состоянии. А это уже 6 год чемоданным? Ну, у яким смысле, сенсе, что ведаю, что зараз Бог мне поставил у Люблине, в этой парафии, Матери Божией Королевы Польши. Працюю, служу з серцем, так як в Гомелі. Ну і завжди серце відчинено на покликання, де Бог захоче. Історія з Гомелем була довгою, більше за 20 років, так? Ну, 20 без мала 8. І так само було чемоданний стан увесь час, так? У яким сенсі? Ну, заїхав на годик? Ні, не просто цілий час був у дорозі. Пошук того, что Бог хочет. Самое трудное у миссионерской працы есть не перешкодать Пану Богу, разумеешь? И треба перемещаться просто в этих планах, своих планах, таких своих велизарных и неведомо яких проектах, там, где Бог хочет вести тебе. И тогда можно сделать что-то такое, что остается таким на хвалу Бога, а не на хвалу человека. И тому треба быть таким человеком у дорозе. И тем не менее, 28 год, это так пахнет стабильностью уже. Ну так, бачила там костел, все другое, как бы зажил, зробил, подрихтовал себе все и поехал просто. А вы стали на вина, что треба выезжать? И она была как гром сярод ясного неба, или это была такая подрихтованная какая-то уже глеба? И... Это несколько годов так я шукал, что есть воля Божия для меня. Хотел и стать громадянином Беларуси. Навод. Ну, трималось так, что дозволу не было. Ну, это был такой знак от Пана Бога, что не на побыт стали, там, скажем так. И шукал дальше. Ну, и пришел до такого момента, когда я бачу, что я больше уже перешкоджаю Пану Богу, там, чем допомагаю в его справах. Ну да, он такой подумал, что ну нехай з Гомелем там, гомельський не да, бо то просто, коли ти тата, то завжди тата, так скажем, отець. Ну, можна сказати, 70, 80, 90% католиків гомельських, ну, якби я не прийшли перший раз у костел. Були такі старожили католики там, які прожили шмат годов у подполі в Гомелі, приезжали там с Минска, с Гродненской области на працу католики. Ну, я не были католиками, але шмат людей, які зараз є у костелі гомельському, це неокатолики, можна сказати. Люди, які не були католиками. І тому я так бачу, що є час, аби йти далі, щоб вони більше пішли за Єзусом Христом, чим за мною. Я была только что у Гомеля. И после 6 год життя без вас почула, что кажуть гэтыя люди, мы назбирали гэтые сведчання полные любови, слез и такого, ну, слова обожания так само. Так что, ну,
пробачьте, у вас не атрымалася. Ну, то бок нет, они кажут, мы все пошли за Христом, потому что Ксёндз Славамір нас туды накіраваў. І тым не менш, ну, бачна, што ваш свет там таксама прысутнічае. Таму, ну, я з Гомеля пачала. Я разумею, что это такая была моя миссия, там, Ян Павел II, який послав мені і цю місію, тому що я не був сам, з самого початку був сам, потім був кандидат до семінарії, со мною приїхав, Михайло Бранкевич, який зараз працює на Україні, став святором. І хутко мені долучили дві сім'ї. Одна сім'я із Польщі, Андрей Залівєтай, у них 3 детей, и одна семья из Испании, Цезарь и Мария. Вот с детками приехали. И вот наша миссия была для того, как приехать как маленький нуклеон живого костела, святар, семьи, дети, детки, и там просто жить в Гомеле. Але такое чудо так само здарилося, что я там зустрел этих католиков, які праз 60 годов у подполі, без księdza, bez kościoła, bez parafii, żyli, молились. Potem, mało tego, ja znajшов i rodnię одну, стамбульскую родню Несимковическую, и другие родни, где были католики, так само, jak я там, просто молились, jak просто махчима было, то, что ведали и робили, и тримались своей верой отцов своих, и тому так разом это все спрацавало, як дрожжі у тесте, просто почало расти. И допомога этих светских семей была великая, чудовная. Потому что, когда я приехал в Рождество 89 после Чернобыля, шмат людей выезжало, просто утекало с Гомеля. Просто с Гомельщины утекали, потому что после Чернобыля, разумела, была такая была ситуация. А тут вот приехали с Польши, с Испании. И все питали, зачем вы приехали? Вы в ogóle ведали, куда вы едете? Что это за место такое? Так. Чернобыль, и особливости. Так, ведал. И смеетесь теперь. Так, потому что, когда ехал, то не было до смеху. С самого початку я приземлился в Могилеве. И до Рождества появилось питание. Был уже ksiądz Blin, потом biskup, так стал. Ksiądz Jacek, який служил в Витебске, доминиканец. Ну и я. Где 3 святари в одном месте. Ну и сели, поразмовляли. Добре, ты едешь там, ты остаешься тут. И вот Гомель. Еду и ведаю, куда еду. Ну, да, такие и слухай. Там, нет, или просто... Не, просто так поразмовляли. Но я, когда ближе Гомеля, я просто был в ужасе по-русски. Страх был, даже не представляешь себе. А что было самое такое, что уразило? Вот, и самое страшное, я просто бачу, что страх, просто не могу ничего сделать. Почему молиться, взял Библию, odczynił Psalm 34. Что это за человек, який хоче шмат годов жить на этой земле? О, дякую, Пане Боже, життя вічне маю, Христос воскрес, все, розумію, добре, еду. И страх, просто магично ушел. Чудовно такой экзорцизм, Словом Божьим, можно сказать, маленький такой. Но такое было чудовное оздарение. Ну и когда приехал, слухай, приезжаю на вокзал, такси, куда? Гоголя 9. А, Гоголя 9? Я говорю, нет, Гоголя 9. Ну, Гоголя 9, говорю. Я говорю, извините, Гоголя 9. Трехэтажное предложение, понятно какое, поехали. Но приезжаем, а там у калитки стоит бабуля. Я выхожу с такси, она ведала, что я приеду. Ksiądz, заходите в мой дом, я все життя вас чекала. Ну и что ж, поплакался, разумела. Такое почуть, все життя вас чекала. Теофіля Дербишевська, святой памяти, не? И это были такие знаки цудовные, які Пан Бог давал. Ну и Рождество приходить зараз, там пару дней. Где? Ну, на могилках. На могилках старая хата, такая сторожа, развалина.
Там просто печка ели, там працавала. Ну и 30 человек, а Самойле 500 тысяч. И цудовное Рождество, якое я не... Такая была просто цудовная атмосфера. Як у Вифлееме. Просто все было вифлеемське. Не треба було робити ніякої шопки, просто була шопа вифлеемська. І там ми, живий костюм. Не? І це було саме таке чудовне Рождество в моєму житті. Яке пам'ятаю, ось так, в серці записано і в пам'яті. І я тоді, пам'ятаю, сказав, Бог одразить свій костюм. Тому що починають з такого місця, з такої ситуації. Ну, як пан прийшов на землю, так і ми тут входимо заново у історію Гомеля. І так було. І так почалось все наше життя. Перші місяці парафія була в чемодані, тому що не було другого місця. А де ви жили? У Теофілії Дробишевської. Вот так. Так, у бабулі, яка просто хату, все серце виложила. Отдала мені саме 3 прихожие комнатки, покои свои, и говорит, это для вас. Я говорю, не-не-не. Там была еще одна такая, маленькая. Я говорю, это мое, а то ваше. Не, я вам сказала. Говорила, все життя чекала вас. Это для вас. Я с радостью буду вам служить. И ось эта бабуля ее рихтовала, и поесть, и все другое. Такая чудовная. Полна веры, просто. Я зрозумів, что я не был таким миссионером, что я то приношу веру. Не? Бог мне показал, ты приехал вчитися вере. От людей, так само от тих, які там просто годы жили, молились. Так она прям вас обудила миссионера? Не, я был миссионером таким внутренним, але был. Але просто зрозумів, що та миссия є з таким обміном, розумієш, я приношу щось із собою, но так само Бог мне давал про тих людей зрозуміти, що віра – це життя, не то, що в голові, а форма, образ життя, який вони вели про ці роки без святарів. Просто. Чоловіче не зрозуміло, як можна так. Не? Ну, вот так. Я даю историю про нашу будню Столбунскую, где бабули в этом молельном доме молились и сами сустракались, и потом ось вы туда доезжали, в нашу эту родину, до бабушки Александры, хіба її звали. Святой памяти уже. Так, бачила я такой маленький домик, який нужно было так. Ну, так, заходите просто для покорных. А вот этой семьи, які з вами приехали, они одразу были с вами? Не, раз год. Одна, раз 2 года, другая. Вам не было за их страшно, куда вы их привезли? Бо они приехали? Не, и они были полные веры, такие просто полные отваги. Раз 2 года, як мы были разом, у меня был величезный кризис, просто было так тяжко, все было трудно. И я хотел съехать у Польшу и говорю им, слушайте, все, я уже больше не могу. Я вертаюсь у Польшу. Они, Славомир, что ты говоришь? Я говорю, ну так, такой кризис у меня, что просто больше не могу. И они говорят, Славомир, ты уедешь, а кто будет нас кормить Евхаристией? Кто будет нас повидать? Ты что? Я говорю, не могу, пробачьте. И пришел до себя в свою комнату и всю ночь плакал. Просто я говорю, Боже, они мают веру, я не маю веры, я святар. Посланный папой. Я не маю веры, просто зроби что-то, потому что я не могу змінити моего сердца. Просто я все. Ну, и это ночь была вельми важно. Зранку я уже имел другие мысли. Кажуть, так часом достатково просто поспать ночью, нормально отпочить, и все будет. Я не мог спать, я не мог спать. То не сон допомог, а все ж таки? Я не мог спать. Это был просто боротьба. Соромно вам, напевно, було за вашого згадати? Не соромно, тому я зрозумів, що я просто дурак, просто. Що я можу зрадити Ісуса Христа, просто можу. Його місію. Так. Завели тут і кинули, нормально. Так, ну, богатир. Ну, це була чудовна історія. Покори. Така історія, як я зрозумів, що віра – це дар Бога. Раз. Два. Не для таких, ну, які міркують, що її мають, ну, только не мають і просять покорно. І я почав просити Пана Бога віри. Зрозумів, що я її не маю. Я маю веди релігійні в голові, але не віру.
Вот я отчуваю вот этот уплыв, вот это слово я весь Ну. час чую в голове. Ты такой приезжаешь такой туды, а тебе кажут, у тебя нема веры, у тебя только там наносное, то коли б ты ведала, что такое вера, ты бы увогуле так себя не вела, и так далее. Я ведаю, откуда многие. Ну так, ну бо так ёсць, разумееш, што тут веды можна мець. Какие яшчэ адкрыцці вы зрабілі ў Гомелі? Ой, шмат. Ну давайте там по убыванию. Ну, перше, што я знайшоў гэту астравок не жывога касцёла, які там быў, я мог приземліцца, можна так сказаць, як бы дэсантнік. І приземліўся. Ёсць маленькая суполка, там 30 дзе-то чалавек было. Цудоўных людзей, ну, поўных, ну, радасці, то не сказаць. Просто они, ну, ад шчасця плакалі, калі зразумелі, што я там, былі пытанні, вы уезжаеце, чи будете з намі? Я буду. Хочу быть с вами. Ну и то, что знайшоў корни. И я зразумеў, что просто чему парафія пачала адраджацца. Тому что я шел по стопам мучеников. Я знайшоў шмат информации об гэтым, як жили католики ў час переследу. Я зразумеў, что их кроў, вось, это як семена насення, да, з якога вырасло зараз гэта новае пакаленне, калі гэта было магчыма. І просто все справы, якія можна было зрабіць в Гомелі, я зразумеў, што падрыхтаваныя тымі святымі мучанікамі. Там шмат мірянаў, светскіх, не, католікаў замучаных 20-30 годы. 4 святары, якія там таксама былі замучаны у той час. І тому для мяне было зразумела, што то не я, а тільки яны все падрыхтавалі. Я шел просто по дарозе, яка была приготовлена. Гомель не тое, чым ён падаецца? Но не тое. І тому я разумею, што знайшоў. Потом, ну, Бог показаў, што трэба таксама шукаць апроч евангелізацыі, якую трэба было рабіць, таксама показать Иисуса Христа в делах милосердности. И тому у нас такая пришла думка, как запросить сестры Матери Терезы до милосердности, как есть у Гомелі, да? Вот. Чтобы было зразумело, что церква – это живий Иисус Христос, який шукає так само тих остатніх, тих людей, яких ніхто не шукає більше, чим Ісус. І сестри чудовно працюють в этой сфере. Но потом тоже Бог показал. Другое дело милосердности для детей, сирот, инвалидов. Зараз видаешь, такая чудовная целая структура збудована праз Карітас. Так, ми бачили. Самі бачили. Но. А самое головне для мене завжди було люди, які я там зустрікав, які були далекі від церкви, і католицька, православна, просто не хрещені, люди, які не ведали нічого. І коли Бог їх просто давав, можна так сказати, вони приходили. І праця з ними, з сім'ями, там, ось це сімейне, всякі діла, евангелізація, яку ми робили, праця на катехуменат, ну, это было как сердце працы такой, для того, как каждый человек, який пришел, мог магчимость спознать веру, подыштоваться до таинства, так, как бы принимать сакраменты. И это была вельми чудовна допомога для такої праці. Хутко почала парафія рости? 30 чоловік? Ну, так, 60 так, і 160? Так, вельми хутко. Коли в 1990 липені приїхав тоді біскуп Кондрусевич ще, був у Білорусі, одним біскупом, і приїхав до нас, то вже було на цій зустрічі з біскупом 100 чоловік, як мінімум. І то була чудовна зустріча, що приїхав тоді біскуп, зараз арцибіскуп, так, Кондрусевич. Пам'ятаю, як сьогодні цю службу. Ми його так, ну, прихожа подрихтували. Там був теперішній ксьондз Павел Хоравкін, як молодий чоловік з Гомеля. Там були другі люди, які ось жили разом, як католики, про цей час пересліду. І
что вельмі важно, пришел так само такой отец Стефан, православный святар. Я его запросил, и он сказал такие чудовные слова. Бискуп Тадеуш, да коли не было святара католицкого, мы служили католикам, окормляли их словом, таинствами, а зараз я такой счастливый, что маю своего пастора. Ну, to były te słowa ojca Stefana, takie fajne. No, taka zустріча była. No i mało tego, był jeszcze ojciec Włodzimierz Karmelit z Wilnusa, jaki tam szmat годов приезжал подпольно. I on już stareńki taki przyjechał i сказал, ksiądz Sławomir, ja taki szczęśliwy, że moja praca miała sens. Ja teraz zobaczę, że miała sens, że ja przyjeżdżał, nie? Неформально, ясно, без дозволу до Гомеля. Там раз, два раза в год приезжали святари, ну, окормлять эту маленькую группку католиков, яка ведла друг друга, яка молилась по хатам. Хатний костел там цудовно працював. А чим, на ваш погляд, вимирається ефективність праці святара? Ви ж не можете полічити кількість душаў таких на ньому? Де сатисфакція ось? Як її знайти? Особистыми отношениями z Jezusem Chrystusem, to jest pierwsze. Потому что в этой праcy nie ważny ty, tylko Jezus Chrystus. I efektywność można zobaczyć wtedy, kiedy Jezus może pracować, tak скажем, przez ciebie i z tobą. To same składane i same trudne i nie takie proste. Потому что человек завжди человек, я. Ну, да. Не? И как унизиться, как говорит святой Павел, как жив у меня Христос, а не я, вельми тяжко. Треба шмат годов той дороги з Єзусом Христом проходить шмат кризисов, как зрозуміти, що Єсус Христос не шукає у себе сильного чоловіка, а слабого, який хоче опиратися на ним. А каб лепш раскрыць вобраз галоўнага героя гэтага выпуска, мы, канешне, паехалі ў Гомель і паразмаўлялі з парафіянамі касцёла, дзе столькі год запар служыў ксёндз Славамір. Значит, я познакомился с зайцом Славомиром у осень 91 года. Это был той период, когда отраджалось религийное житё на Беларуси. Ну и он приехал, был тут уже больше года и, скажем так, отраджал тут католицкий костел. И он сам мне сказал, что я сюда приехал как десантник. Спустился на парашюте у незнакомая местность, и где фактично ничего не было на той момент. Была группа таких женщин сталого возрасту, які збиралися на могилках, там у нейкім будиночку. Так? Вось ён гэта знайшоў і праз іх пачаў нешта дзейнічаць. Вось яны там стварылі ініцыятыўную групу, звярталіся ў гарвыканкам, аблвыканкам, каб дазволілі тут будаваць касцёл, вось ім з вялікай цяжкасцю, але вось ім дазволілі пабудавацца вось на гэтым месцы. Вось і фактычна ксёндз Славамір тут, скажем так, на пустым месцы. На пустым месцы ён пабудаваў касцёл, ён запрасіў сюды монашки ордена Маці Тэрэзы, монашки бенедиктынкі-самарыцянкі. Вот, ён пачаў працу, скажем, з дзіцячым домом у Журавічах, дзе знаходзіліся дзеці-інваліды, ад якіх адмовіліся бацькі. И поступово тут утворилась такая, скажем так, католицкая суполка, и утворилось католицкое жыццё. Я могу сказать, что я до гэтага ніколі не бачыў каталіцкага святара, вось гэта ён першы, з якім я кантактаваў, вось. І для мяне ён, як бы сказаць, па-першае, гэта такі ж чалавек, як і я. Вось, бо я калі сутыкаўся да гэта з праваслаўнымі святарамі, яны былі такія, разумееце, як вельмі набожныя, з барадой там і гэтак далей. А Славамір, ён быў такі рэальны чалавек. Ён быў рэальны чалавек, толькі веруючы. Вось, і калі, скажем так, ён шчыра размаўляў, і на мяне асаблівую увагу аказала што? Што раней я звяртаўся да
на православных святароў з нейкімі там пытаннямі пра там суаднесенне навукі і рэлігіі і так далей. І яны заўсёды, так сказать, ну, так важна мне нешта тлумачылі і так далей. Но я бачыў, што просто, ну, от хацелі штосьці сказаць, што ведаў іх не было. А Славамір мне неяк шчыра сказаў, што я ў гэтым не разбіраюся, ты ведаеш. Вось, і на мяне гэта аказала вельмі вялікае ўражанне, бо чалавек размаўляў шчыра. Вось, але тое, што, скажем так, глыбіна ў яго веры была відавочная, і тое, што ён, скажем так, аддана служыў Хрысту, гэта таксама было бачна. То есть я ведаю, што па іншых, скажем, людзі расказвалі, што ён нават, скажем, ну, ездзіў тут на машыне, там, вось, па вёсках, дзе былі каталікі, і ён спаў у машыне, то есть ён не вытрымліваў. То есть ён у той час, скажем так, кажучы па-рускі, работал на износ, так сказать, работал на износ. І тут ён зрабіў у Гомелі вельмі шмат. То есть Славамір для нас гэта легенда. Калі ён выязджаў, як вам асабіста было? Як асабістая трагедыя. Як асабістая трагедыя. Ён вам штосьці такое хорошее сказал, я памятаю. Ну, слухайте, я не памятаю, что мне сказал. Он всем сказал хорошее, что люди, это самое, алло, я же выезжаю, но у вас-то Бог остается, да? Не, гэта так само, что Бог остается, гэта так само. Вот. Но гэта, разумеете, гэта традыцыйнае выказванне каталіцкіх святароў. Вот, что калі, напрыклад, я там у Мазыры быў, вот, ну и кажу, что вот з'ехаў князь Славамір, что гэта вельмі цяжка и так далей. Но яны мне кажуць, што ходзіш жа ты не да святара, а да Бога ў касцёл. Таму хадзі ў касцёл і так далей. Вось. І тым не менш. І тым не менш, канешне, шкада, што ён з'ехаў. Вось, і пасля яго таксама былі, ну, добрыя ксяндзы, але безумоўна, што каласальны імпульс гэта тут даў Славамір. Вось гэты перыяд 90-е гады, гэта сапраўды, гэта час такіх гераічных людзей. І гэта такі пералом. Вось і Славамір, я думаю, што вось у адраджэнні каталіцкага жыцця на Гомельшчыне ён унёс, ну, вельмі вялікае такое, вельмі вялікую справу ён зрабіў. Вось. І у той час да нас прыязджалі каталіцкія святары пераважна з Польшчы, якія там, ну, пакідалі, скажем так, лепшую мову жыцця, трэба сказаць шчыра, і лепшае стаўленне. Бо я, калі ўпершыню апынуўся ў Польшчы, я ўбачыў, што да святара ставяцца з павагай. Ось проста за тое, што ён святар. Вось мяне там некалькі разоў прымалі за святара, но я не ведаю чаму, можа быць, таму што чорная вопратка. І, скажем так, маладыя дзяўчаты вось уступалі мне дарогу, адчынялі дзверы і так далей, бо бачылі, што я, ну, думалі, што я святар. Хаця я ніколі на гэта не прэтэндаваў. А тут ставіліся, ну, дрэнна толькі за тое, што ты святар. Вось, і не гледзячы на гэта, людзі сюды паехалі і, скажем так, працавалі тут самаахвярна. А што рабіць з тым людзям, якія, ну, реально крышачку сильныя? Ну, просто такими они народились. Ну, я таким народился. Ну, сильный был спортсмен, вот, сильный, так и... Ну, вы перебольшиваете, усадите, что вы ведаете, про что я кажу? Так, вы ведаете, что вас оборовал пан Бог, ну, здольность, эмоции. Коли Бог тебе выбирает, и Он, как за апостолами, робить с тобой такую дорогу кенозиса. То значит, все апостолы стали банкротами при конце дороги с Иисусом. Все разбежались, все оставили его, так? Разумеешь? И они зразумели, что это не у их справа, только у тем, как яны хотели это принять, взять от Иисуса Христа это життя новое, яке Он дає. И яны в своей бедности, якую убачили, тільки зрозуміли, але убачили, чекали спасання Духа Святого з Марією. І Дух Святий зайшов, і вони вже були готові прийняти його. І жити життям від Бога, а не своїм життям. Ну і потім діла пішли. Вот так. І то особиста дорога кожного католика просто. Ну, не все ведають об этом, не говорять таким чином, якби, ну, давай, ти можеш, там, собирай сили, так, то, ні, так то не працює. Ну, да. Ну, так то не працює. А вот
ваш особистый секрет шматзадачности? Ну, бо все об вас отзываются как о человеке, как и паўсюль. Помолился и пошел? Просто, як то сказати собі, Бог завжди давав мені людей при моєму боку, яких я бачу, можна поставити там. Я не робив так шмат, просто команда. Так мяркую, що святару треба вчитися працювати зі світськими людьми. Тож я був один, а шмат там праці ведаєш, було зроблено. Не тому, що я це робив, це немагчимо просто. Треба просити Пана Бога, ну, своїх учнів, так скажемо, як Ісус Христос мав своїх апостолів, з ними працював, і вони далі працювали. І так треба поставити свою працю, так само у парафії, і потім все йде. Шмат вертикально. Вы доверяете? Ну, так як Ісус Христос. Накосячить що-небудь. Ну, замалова, а як? Як можна виховати дитя, як накосячило? То зрозуміло, то це записано так само в этой программе, что могут накосячить, когда человек не ведает, что и як, не? Бо он со своими там ідеями приходить у костюл. Треба, ну, чекати спочатку, ну, як вони більш-менш зрозуміли, що це значить жити життям християнина. А потім можуть щось і робити. Помалу, більше. Головне робити що-небудь? Ні, жити. Головне жити, а потім робити. Но жить же можно по-разному. Ні. Християнське життя християнське, я говорю про християнське життя. Спочатку, як у тобі з'явилося це життя нове, як ми говоримо так шмат Святий Павел, так само Ісус Христос у своїй Євангелії. Коли то життя нове з'являється, тоді можна робити. Бо ти тоді робиш то вже більш-менш так, як хоче Ісус Христос, не ти. Не як дядько? Ну, просто, розумієш, не? Да. І це вельми важливо. І тоді більш-менш виходить. Ну да. Бо треба бути терпеливим, не? У праці святара так само. Маєш людей, які просто зростають у вірі і мають право накосячити, як ти говориш, і щось і таке зробити, що, кажеться, все, кінець. Не? А у вас бывали такие выпадки, что подается, что все конец, а не на самой справе не? Ну, бывало, конечно. А есть что-то, про что можно расповести? Ну, що говорив тебе про мій кризис, ну, той кризис покликаний так само. Нормально, новий кризис. Ночь поплакал и пошел далее. А так, чтобы аж прям... О, ясно. Святару треба бути вірним Христу, так? Коли ти не маєш мужа, треба тобі бути вірним мужу. Муж треба, як би, вірний тобі. І просто так само є випробування в цій вірності, не? І коли Бог дає тобі саме таке іспити, не кажеться, ось, може, я... Не треба бути святором, ось така жінка зустрілася, так? Ось зараз. Ну, це просто випробування, які треба проходити. І тоді бачиш, що для тебе більш важливим становиться. Історія, яка була правдива з Ісусом Христом, чи сьогодні ось це, що там в твоєму серці чи в голові з'явилося. Так? І маєш шматгодову історію, і тут ось якийсь там ефект такий. Ну, слушайте, вы взяли таким чином как бы всех нас, которые выбрали вот этого вот мужчину, там, ту женщину, яка прямо так в серце одразу потрапила. Ви нас зробили одразу такими мізерними, які не звернули увагу на історію, бо ми таким чином могли самі пойти всі, там, бути святорами, сестрами законними і ось служити великому, а не малому. А ось, це неправда. Викручуєтесь тепер? Просто. Так само моє покликання, як і ваше, так само важливо у костюлі. І має свою ціну. Розумієш? Я хотів бути сім'єю, мати сім'ю. Були кандидатки так само. Але шукав, як, йшов і бачив. Ну, і Бог так робив, що неможливо було ось до того шлюбу, дійти до того шлюбу. Ну, і зрозуміло, значить, щось інше. І потім я, тільки коли був вже студентом, я на Академії сільського хозяйства в Любліні в 1981 году я patrzył после моего, no, takiej osensowanej, takiej obdumanej już historii, ja zrozumiał, że Jezus Chrystus klicza mnie do cerkwy katolickiej, że ja był katolikiem z mojego wyboru, nie tylko temu, że ja chrześcijanin.
I kiedy ja poczuł tę любовь Jezusa Chrysta, pierwszy raz poczuł jego pytać tak serious, co jest twoja wola? No ja w akademii, ja uczyłem, ja budu inżynierem, budu robić karierę, tam семья i все другое. To moje plany. Ale co ty chcesz? No i kiedy spytał, taki получил ответ. Так мог запытаться только довольно зрелый, такий уже сформованный человек. Ну, что-то такое было у меня, значит. И я так спытал, Бог показал, я пошел. И вы прямо Бога спытали одразу? Я его спытал. И не, я питал так само другого, не, моего духовного отца, який вел меня. И to był jezuit, такой cudowny ojciec. I Zygmunt Kwiatkowski. И он сказал, Славомир, то, что ты говоришь, наверное, это покликание. Я говорю, я это не махчима, отец. Бо коли я почув этот голос покликания, я говорю, не, я с моим, прошу, не, мои коллеги так, тот, той, той. Но я не. И я так говорю Иисусу, но если ты меня кличешь, то зроби так, чтобы я был добрым святором, потому что я негодный. Коли ты кличешь, я иду. Все. Так Гомельский все теперь кажет, я негодный. Да. Эта цитата прям там Так. росла. Слушайте, давайте теперь порядочек какой-то наведем в нашей этой гутарце. Мы же про детинство я еще не поразмовляли, а вы мне уже про господарчую академию теперь. Может, Давайте зануримся туда. тому детинство так само, вся история важная. Что оказалось? Когда появилась эта история, что когда отчинились двери Союза для того, как приехали святари католицкие, так? После встречи папы с Горбачевым, я был на такой встрече миссионера уже шляху наукового генерального. И там, у Италии было такое питание. Зараз скажу, чему я это говорю. Кто готовы поехать в СССР тогда? Ну и шмат святоров поднялся, я так само. Потом было питание, а кто ведает хотя бы российскую мову? Ну, осталось нас там где-то 30 человек. А потом по жребию потянули меня. А что оказалось? Моя бабуля, мать моего таты, имела 4 сыновей. И молилась, как один из них стал святором. Но пришла война, они были на ссылке за Архангельском. Ну, wiadomo, historia dramatyczna, pełna dramatu. Вернулись, и уже бабуля худко померла в 1953 году. И никто не пошел в семинарию. Потом мое покликание. И потом вот этой жабе в Беларусь. Что оказалось? Что мои деды и мой батька так само, мой батька и моя мама родились в Упинской диецезии. Просто. И после войны уже сустрелись в Гданьске. И я так родился. Я зрозумел, что бабуля вымолила для меня покликание. Потому что мои батьки не были такими шмат религиозными людьми. Ну, мы ходили в костел, там, на катехезу, все, але о покликании ни слова. Мать не хотела верить, что я был святором. Потом мне сказала, только не святар, только не святар. Батька был такой. Но потом, когда пришло мое навертание, покликание, и батьки тоже так вернулись в костел, пошли в суповку новокоминальную, они так само, и там начали по-другому уже мерковать и глядеть на свое житие, и зрозумели эту всю историю, чему их сын зараз покликаны. Ну и так прошло. Ну, в детстве было, в 7 классе я памятаю размову с księdzом, Станислав, такой был наш катехета. Где это было? В Tczew. Мы жили возле Гданьска. Я pytanie jego postawił. Ksiądz, co zrobisz, aby być światorem? A, Sławomir, bądź spokojny. W 7 klasie jeszcze trzeba maturu zdać, znaczy średnią szkołę kończyć, tak. Potem zobaczysz. Ja pamiętam tę rozmowę. No i potem już говорил, nie, światorem nie буду, to точно. Спортом занимался, был в техникуме там и все другое. И пошло, и поехало. Уже меня до костела, до Иисуса Христа. Ну и Иисус Христос был терпелив, спокойно чекал, как мы покликать. Ну, а какие еще варианты были? Як?
Ну, можно было что выбрать еще? Ну как? Была девчина, можно было семейное житие выбрать. То есть она была, и вы ее Была. куда-то отправили? Не отправил, не такие был страшный. Но просто само по себе так разошлось, спокойно. А позже девчина, когда была, я сказал, ну, пробач, я иду в семинарию. То не было так, уже усерьез так. Ну, такие спокойные были отношения, так скажем. Ну, зрозумела, и все. Я дочекаюся. Не. Была мудрая девчина. Ну і все. Потім семінарія. У семінарії вельми добрий час підрихтовки, не тільки інтелектуальної, так само духовної. Ми могли ходити у суповки, виходити з семінарії. Я ходив в ці суповки науково-технічні. Це давало вельми, допомагало бути теж в семінарі, розуміти такі всякі духовні питання вирішати. Ну і потім ось та місія, так скажемо, щоб хутко пройти. А ще наконець в семінарі був такий знак Божий, ось отець Ян Павел II, святий отець мене рукополагав у святаре. Так. Это выпадково было? Это как это? Ну, не веду, не випадково, но вибрали мене з всієї семінарії. Питали, Там чому? Это была такая особливая какая-то вот... Встреча, папа приезжал в Польшу, и в Люблине было, тогда была тема 7 сакраментов. Ну и одна из сакраментов святарства. И у Люблине была эта встреча, папа рукополагал по одному семинаристу со всех епархий, значит, з діацезії. Їх вибирали не особливих? Там, Ну, може бути, не ведаю там як. І так само з монашеских семінарій. Ну, з Люблінська мене вибрали. Ось і все. А чому? Ну, тому що, ведаєте, вельми складені операції робить професор, я сказав. І тому треба було професор, щоб Дух Святий дійшов до моєго серця. Так. А у вас ще були сумніви ніякі? Ну, були, зрозуміло. Ну, до діаконату. Коли вже прийняв діаконат, ні, вже я розумів, що моя дорога. А батьки что сказали, когда вы вот пошли оттуда? Они... Мать была просто, война была дома, война, не хотела. Потому что две дочки, значит, 2 сестры и я, вот, значит, 1 сын. Ну, я сказал, я иду, вот, я не глядел на то, что там мать думает, не думает. Я уже был по нулям, как говорится. А сколько вам было вот тогда? Это был 82-й, 23 года. Ну, да, взрослый Так, человек. это уже такой, ясно, больше-менее сформированный молодой человек. Выбор был такой осенсованный. А дальше что вы думаете на конт того, когда молодые люди пошли в семинарию вот сразу после школы, ну, взрослых причем. Пошли вот такие молодые, зеленые, 17-годовые. Ну, є ж покликання, як у святого Іоанна, ось сьогодні Іоанн Евангеліст. Йому був, молодий був чоловік, не? І бувають такі покликання. Ну, буває такі, треба почекати, як со мною, щоб більше це все осенсувати, зрозуміти. Так само шлях до віри другий, не? Був у мене. Вельми добре, коли чоловік, ну, знає, ведає про життя більше. Молодий чоловік, як у Білорусі, 17 років, про життя, може, ніколи не був закоханий у другої, у дівчині. І тому це життя так само афективне є. Вельми важливо знати себе, що це значить, як з цим, ну, жити, так скажемо, як це розуміти. И может быть, что в 17 годов может рано некоторым идти в семинарию. Ну, есть такое отчувание. Я не думаю, может, я не права, но так как-то... Но Ну, ты бы, когда кажешь, я пошел в семинар в 23 года, ты думаешь, о, ну, 8, уже как-то грунтово. так пройшов, так и... Так. До этого выбора. Так. И, ну, я 6 годов у семинарии, когда все так само, как бы, весь час, как вы разумеете, мое, не мое, правда? Мой шлях, не мой шлях. Моє покликання – не моє. Боже чи моє. Ось. І так само вельми важливо, щоб ті, які рихтують це святарство, да, у семінарі були людьми, розуміючими серце чоловіка, молодого чоловіка, і вміли допомогти. Бо, тому що шмат разів є так, ти прийшов, значить, ти будеш святаром. Ні. Я не пришел
до семинарии, как стать святаром. Если пришел, как зразуметь мое покликание, это не мое. И в конце стану святаром, коли мое. А могу спокойно уйти и жить життям таким, який для меня подиктовал Иисус Христос. Быть святаром – это не супер покликание, не? А семейное, ну, хорошо, покликание, так скажем. Я говорю, вельми хорошее. Только я говорю, то не так, что тут супер, а тут не супер. То все есть в замыслах Божьих вельми важное. У вас были некие вагания? Ось ви в семінарі і думаєте, вийти, не вийти, застатися? Ясно. Скільки прикладно разів? Ну, 2, может. Так, не, Ви я, були такі прям? не, велизарный кризис якраз у меня у семинарии не было, потому что до семинарии были. Я, когда уже шел, то ведал, что иду, и все. Ясно было для меня, что это моя дорога. А там еще есть такий час, так само, нормально. Кризисів таких, які треба вирішити. Ну, і... Йдеш до ректора, а ректор такий каже тобі, іди сюди, не дури. Ні, це у нас був вельми добрий ректор, був такий отець, отцовське серце мав. Він нас розумів добре. Когда он приехал, конечно, эта община создавалась, и я считаю, что это вот его личность, его непосредственная личность, потому что его такое, понимаете, как вам сказать, его обаяние, его такое вот стремление, понимаете, в душу свою вот выложить и этим притянуть, понимаете, вот это сыграло очень большую роль. Потом его вот эта необыкновенная, просто необыкновенная энергия, которую он, как, знаете, как магнитом вот так притягивал людей. И, конечно, оно сыграло очень большую роль. У меня 3 дочерей, они пришли в костел, вошли в общину, он был их первым священником, их первым наставником, можно так сказать. Я, как сейчас помню, вы знаете, они приходили после занятий с ним, он им чертил вот эти вот всякие рисуночки. Вот это Христос, а вот это вот крест, а вот это над ними ангелы они приносили и говорили: мам, посмотри, это нам костел Славомир. И вы знаете, это было, ну настолько это было, конечно, он рисовать не умел, естественно, но это все было настолько интересно. И в конечном итоге мои дети вошли в общину. Не мы с супругом, а мои дети. Вообще меня лично поражает в Славомире это его понятие, знаете, вот если есть понятие слова «служение», все. Другого быть не может служение. И вот это служение, как свеча на окне, она горит, прогорает, потом ставится другая, и оно продолжается. Прогорит, ставится другая, и продолжается. И я уверена, вот он уехал, конечно, с болью в сердце, конечно, оставил здесь частичку себя. И у нас он в нашем сердце, безусловно, кусочек ушел вместе с ним. Но вот эта свеча, которая стоит на окне, и которая будет гореть, она будет гореть всегда. Потому что его служение, оно будет для него всегда. Он это принял, и он это оставил, и это будет всегда при нем. Он приехал в очень тяжелые условия, он приехал на ничто. Еще есть одна черта, которую вот я хотела бы отметить, это его связь со всем миром, потому что к нам приезжали священники из разных стран. Понимаете, и мы как-то имели возможность, да, в принципе, быть, итальянцы нам помогали, немцы приезжали, мы из Австрии, из Германии, то есть мы как-то с людьми могли общаться. И опять-таки это тоже Падре Славомир, потому что его, наверное, любили все, с кем он встречался, поэтому, наверное, и мы. И еще одна черта. Это благодаря Падре Славомиру у нас появились свои священники, которые закончили семинарии. И у нас, например, вот я в Речице, у нас Саша Дробышевский, он наш прихожанин. Это один из первой общины некатехуминальной, которую Славомир, в принципе, послал учиться в семинарию. Вот. Потом был Гена
у нас Гена был, он тоже вместе. Вот это было трио: Гена, Саша и Саша Калиновский. Они входили в первую общину, они стали священниками. Кому? Благодаря Падре Славомиру. Еще Витя Приходько, он сейчас на Украине, он тоже священник. Понимаете, то есть вот это еще одна черта Падре Славомира, который сумел оставить фактически себе замену. В нем сочеталось такое впечатление, что в нем сочетался обыкновенный человек, простой, священник, учитель строгий с нагайкой, понимаете, и еще просто необыкновенное обаяние такое, которое могло бы, знаете, вот в нем какой-то даже какой-то артистический, что ли, дар такой вот. Ну, это такая личность, о которой можно говорить бесконечно. Расскажите про тих людей, які вот свої царлинки в вашу особу вклали. І які це царлинки? Що це? То, что вельми важное на своей дороге, коли можешь встретить людей веры, не? Таких, які для тебе з'являються прикладом. Коли, і то нормального, так само треба мати добрих наставників, які є авторитетом, з авторитетом підходять до цієї справи, і ти справді їм віриш. Ну, і були такі святари, і тому були так само світські катехісти, які займалися суполками наукохмінальними, шмат ми допомогли так само. Так что в этом покликании моим можно бы назвать пару человек, десяток даже, таких, які были вельми важными. А самое главное был Ян Павел II. Так, то была особа вельми важна. А що у його особі вас так уразило і... Ну... Духовность, простота, мудрость. Просто он, скажем, человеком зустрічався як з чоловіком. Ти був важен для його. Зараз, коли з тобою розмовляв, я шмат разів з ним зустрічався. І він просто сразу уходив такой относины с тобой. Не там, типа, что ты масса там, и все, пошел дальше. Нет. Для него это раз. И у его я бачу, что треба затриматися при кожному чоловіку. Це не так просто. Коли прийшов чоловік, значить, це чоловік, який зараз, сьогодні є перед тобою. Значить, треба з ним розмовляти і входити в його життя, в його справи. То одно. Потім, наприклад, приходить з якоюсь проблемою, і треба її вирішати. Так і так. Не завжди так, як би хотів цей чоловік, але треба вирішати. Ні, типа там, пішов. Не маю часу, не? Ось, у мене відпочинок. Все зачинено. Ну, то есть одно. Другое, его мудрость, разумение Божьего Слова. Но то, коли я его слухал, но просто он разумел сердце человека про мудрость Божию. И коли его речи так глубоко доходили до сердца, потому что он разумел человека. Он говорил про тебя, не про идеи какие, просто про человека. Не? И то учился у его так само. Tej prostoty, tej mądrości, tak samo uczył u moich katechistów, jakie wieli moją supołku naukochminalną. U światorów, jakich spotykał się paru takich człowiek. No i tak больше-меньше formował się. Dobra, no i potem już właśnie Białoruś dalsze, nie? I ta praca u Białorusi, wiesz, to była prosta historia, ja bym tak сказал, zbawienia. Może tak, Dziejania Apostołów, następne stronki. Просто Dziejania Apostołów dalsze pisались. Tak, Dziejania Apostołów. I просто dla mnie to była taka żywa historia, присутность у воскресшего Иисуса Христа, и просто тому так все там получалось. Ну, просто я видел, он это робил, невозможно было ему перешкодать, хотя я там перешкодал шмат разов, и Иисус мне показывал, не то, не так, не таким способом. Просто там нам зачиняли будову костела, слухай, то было невероятно.
my zaczęli budować, majući projekt, wszelkie dozwoły, wszystko było formalne, wszystko. I stop. Presa, radio, telebaczenie, suprać nas. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Один człowiek z obysполкома telefonuje, ksiądz, do was przyjdzie pismo, jakim będzie napisane, że trzeba spełnić budownictwo kościoła. No, wy nie idziecie na pocztę raz w niedzielę jak minimum, потому что kiedy nie odczynicie konwerta, zakon nie pracuje. Ja nie wiedаю, i mi raz w niedzielę zalewają fundamenty, telefonuję, pismo u was jest? Nie ma, niczego nie получил. Tak. I все. Słuchaj, nie. Mało tego. No, potem idę, biorę, odczyniają, stop. Przyszedł do chaty, maluję się i mówię, Boże, co mnie robić? Wziął Święte Pisanie. Na twoich oczach zniszczył wszystkich twoich wrogów. Boże, говорю, dziękuję, ale jak to będzie? Jak to zrobić? I ten sam człowiek telefonuje, wam trzeba jechać do ministra. Tu niczego w oblasti, w gороdzie nie zrobicie. Prosto, to nie ma czym. Беру архитектора, документы. Едем в Минск до министра. Министр нас принимает. О, ксенц, а ксенц откуль? Ну, я говорю, с Польши вообще, то с Гомеля. Да? А что у вас? Ну, мне разложили эту проблему. Говорю, ну, як то? Все формально, все правильно. А что мне робить? Министр спрашивает нас. Ну, так, дальше будовать. Добре, раз 2 дні буде письмо. Так, раз 2 дні приходить до области письмо. Як говорится, нельзя спинять будівництво костюла. Все. І діло пішло. Ну, бачиш, як то присутність Бога. Ну, просто як ти чоловік, як і цудзожемець, так і іностранець там приїхав, що ти можеш там зробити? Нічого. Просто все супроти себе. Ні. Ну, були такі випробування, в яких Єзус показував, я Йосиф, в цій історії не бойся. Ну, і так. Шмат других було таких, так само чудовних. Этот хитрый проект Гомельского костела, кто вам придумал? Ну, это загребельный местный архитектор, святой памяти уже, человек, який мне сказал, ksiądz, я все życie хотел быть, просто zrobić projekt kościoła, chrama. No, немагчыма было бы to w Советском Союзе. Так, no i my razem тоже rozmawiali i on спрашивал, что там треба, как там было. Bo trzeba było zrobić i chram, i duszpasterski centr razem, nie było szmat ziemi, to, co nam dali, i trzeba było to wszystko tam pomieścić. No i jakoś tak больше получило się, nie? Але, ну, правда, я такого нигде не сустракала. No. И вот этот вот лестница. No bo pierwszy podwierch to, można сказать, dla duchownej podrychtowki, a potem pójść dalsze na liturgię. А, ну, для людей с колясками, как бы, они там не шили, да? Nie, tam... Ty patrzyłaś, to ta lestnica korolewska, tam 12 centymetrów tylko stopni. I tam stary człowiek może pójść spokojnie, panie. Może. Tak, tam to все było придумано. А там еще видите, что хорошо, что, Ну. пробачьте, такой сел на этой канавке, Так. и Ксенос не видит, что ты пришел. Так. Сидишь тихонечко. Тихонько, Ну, так, видишь, кажется, так. Я тут была на початку. No tam придумано, tam była, to pierwszy powiek podrychtowka, potem, kiedy trzeba, spowiadalnica tam, miejsce do spowiedzi, tak, i potem liturgiczne zała już, gdzie chwalimy Pana Boga i все, modlimy się. Ну так. No. Розповідайте jeszcze про фрески ваші, те, що в костелі є. Там так само, я ведаю. No, kiedy już... Tak No, tam kruta. Потому что, kiedy już pobudowali kościół, trzeba zrobić tak samo внутрішності.
no krzyżowy szlak. I w mojej głowie była taka думка, że jego zrobić w takim wосточnym stylu. No, prosto. Потому что тут шмат православных, тут католики. Так показать, что церковь это одно. То дело Иисуса Христа. Jest одна церковь так на самой справе. Это экуменичный taki moment był вельми сильный. No ale jak to zrobić? Kto może to zrobić? No i mój kolega, ksiądz Grzegorz Chudek, jaki pracował ze mną, z początku potem był w Reczycy proboszczem, znajшов takich ojców bernardynцów u Litwie. Kiedy my byli posłani propowiadać Ewangelię po dwoich światorów na всю Europę. I on po żrebiu попал w Klajpedu, a ja w Kaunas z drugim światorem. I oni tam, kiedy chodzili w Klajpedzie i возле Klajpedy, znaleźli tych bernardynцów, jakie właśnie pisali ikony. I on przyjechał i taki, Sławek, ja znajшов. No i oni z radością to zrobili, ten krzyżowy szlak. No i potem trzeba ołtarną czaskę robić. A on mówi, nie, my to nie zrobimy. Trzeba naszego maestro, jaki nas rychtował. A kto to? Italianiec. Z Trydentu. Z Italii, z północy Italii. Ja napisałem mu maila, a on zrazu, takiego też dnia. Ale ojciec, ja всю życie chciał coś zrobić na Wostokie. No, Fabio Nunes na samej sprawie, Italianiec, przyjechał, zobaczył to chyba wszystko. Я бачила його. No. Зустрічала No, на роботі. no, no. Бідних таких людей, яких там забили. No. I on, Fabio Nunes, wiesz, porozmawiali, co, jak zrobić. I on mówił, dobra, все, podrychtował. Potem aposzni sud na wychodzie cudowno zrobili, no. Tak samo, tak, gomelskie mastera zrobili witraży, tak samo w takim stylu, больше-меньше wосточnym, jak to все było razem w jednym stylu, nie? I tam kościół mają swoją taką stylność, taki duch. Tak, no. Gomельский костел, он ни на что не подобный. No. Мы шмат подорожничаем. Tak, jest, просто miał swój charakter taki, no. Ну да. Kiedy przyszli prawosławne świętary, 15 chwilin tak stajali, молились, i ich nastojaciel сказал, ojciec, my такое бы хотели у нас иметь. I to było bardzo ważne, потому что я zrozumiał, że my w toczku popali, że kiedy przychodzi człowiek z takim duchem, скажем, wосточnym, tak, nie zapadnym, można tak сказать, on może siebie znaleźć tak samo w tym chramie. No? Bo szmaty razy mówią, a u katolików takie obrazy, a u nas takie ikony. A tu przychodzą i coś nie tak. No tak. No вот это, показать богатство церкви. Есть католики восточного обряду, западного обряду, есть и православные. И та вся история наша разом взята, это история одной церкви, Иисуса Христа. И там хотел это показать тоже. И, Ну да, у вас отрималося. ну, Заходні католики такі приїжджають, Ну. що це таке? Так. В Гомельском костеле. Я зауважила, есть еще одна такая речь, от которой у вас так веселеете в очи. При слове неокатехумінат ви так хорошо усміхаєтесь. Що у вас там з вашим неокатехумінатом? Як? To jest to, co było u samego początku Kościoła. Реклама, No nie reklama, tylko reklama to 44 или 47 разов у документах Собору Ватиканського II ojcy Soboru говорили, trzeba обновить катехумінат у Kościele, тому що зараз шмат людей, які не розуміють своєї віри. І треба так якби в катехумінаті рихтувати і до хресту взрослих, стимулювати, ale tak samo jak после chrztu człowiek mógł zrozumieć to, co otrzymał u dzieciństwie i mógł żyć tym darem chrztu. I temu mówimy neokatechumínat, że i do, i после chrzczenia można ten szlak przejść, u siebie odnowić, czy otrzymać to życie, jakie daje nasz Pan. I temu katechumínat zjawiaється такой wielmi cudownej dopomogą u tym, jak budować cerkwu na fundamencie Bożego Słowa,
церкву на фундаменте разумения того, что я покликаны Богом для того, чтобы вести новое життя. Czyli życie człowieka, jaki wyzwolony z niewoli grzechu, jaki staje wolnym u Duchu Świętym, jaki ma swoje sumienie. Конечно, сегодня все это большая заслуга Славомира, его отношение к людям, его любовь, внимание, его старание всех. Знаете, это трудно сказать. Почему? Потому что об этом надо, может быть, даже уже говорить не только вот так, коротко что-то сказать. Этот человек был одаренный Богом. Все время есть желание увидеться, опять оказаться среди этих людей, чтобы они тоже порадовались тому, что мы имеем. Как не благодарить Бога за то, что вот этот человек, который отказался от всего, пришел сюда, на это пустынное место, для того, чтобы дать вот эту жизнь этим людям, которые ничего не знали. Это, конечно, большая заслуга Славомира и этих людей, которые оставили все, пришли сюда ради нас. А расскажите, будь ласка, про неокатехумінат, ну, неяк простей. Ось літерально там 3-4 словами, коли можна його привабно описати людям? Може, Привабно. Може хтось на таке чекає, гэтага тлумачення? Może i czekają. I prywabna. Вы мне там в Евангелие отправили. Так, я тебе хочу сказать, так как говорил Иисус Христос. Это шлях складанный, не такий простый, этой духовной дороги с Иисусом Христом. Чему? Потому что Иисус Христос – это реалист, и Он czekає на наше навертание, не на то, как нашу голову по-другому, там, скажем, другой формат дать, католический формат нашего мышления, что оно и получается само по себе, но Иисуса Христа что цікавить? Життя. Наше життя. Не то, что у нас тут в голове. Життя. А життя – сама складная штука, як відаєш. І тому треба шмат годов, щоб чоловік був упевнений у тим, що то, що говорить Ісус Христос, це правда. І гляді, за Ісусом Христом йшло шмат людей. І був такий момент у Йоанна, записаний у Яна, коли говорили, тяжка твоя мова, і уходили. І Ісус при кінці так само питання ставляє апостол, ви так само хочете уйти? Ні? Ти маєш слово життя вічного. Ось, і коли чоловік прийде к цьому моменту і зрозуміє, що річ йде о житті, про життя вічне, і не про добробут на землі тільки, і щоб мати добре, але про життя вічне, тоді починається вже така дорога більш-менш вірності Ісусу Христу з тим зрозумінням, що Ісус Христос зацікавлений, щоб дати нам життя вічне, і не тільки життя на цій землі. Як цудовно говорить Бенедикт, життя правдиве, справдне і правдиве. При кінці отримуємо від Ісуса Христа. Ось, це життя, яке опирається на триножники. Слово Бога, літургія і суповка. Ми просто, коли знаходимося в наших парафіях, вони, наприклад, 150, 300, 1000 чоловік. Розумію, що це анонімна суповка. Но суповка є, це правда, то суповка, но більш-менш анонімна. Но коли будеш мати в приході 10 суповок по 50 человек, и этих 500 человек будет совсем по-другому жить, потому что ты знаешь тех людей, с якими зустрічаєшся. По імені, знаєш їх історію, їх життя, там є обмін в опитом життя християнського, там разом бачимо, як Бог
вось вядзе нас, і таму, калі бачыш гэта дзела Ісуса Хрыста ў жыцці другіх людзей, там маеш адветы на свае пытанні, якія ты маеш, свае крызісы і так далее, і так далее. Там адзін другого падтрымлівае ў малітве, правда. Там вучышся тоже иметь адносіны серьезные с другими людьми. Там можешь переживать свои кризисы, дозревания у веры с допомогой других. Ты не сам, бо самому треба знайсці гэты дзверы, пра якія трэба высці гэта крызісу. А калі есть больше людей, то легче гэта праходить. А можна яшчэ, напрыклад, унутры сваёй суполкі адзін аднаго ведаць і дапамагаць, і паглыбляць веру, і ўзрастаць. І ў тым жа часам сябраваць супраць суполкі нумар 2. Можно. Это нормально, это человече. Так, это... И вот в той общине такие женщины неприятные. Так. И то бывает. И то нормалово, значит. Это нормальные люди. Дать таблетку. Так. По голове Бог дає, і чоловік потім, все, зрозумів. Но это человеческая слабость. Ось там, не? Пани, которые молятся на розарии, это розарий, и там так между собой там такие. Нормалово, это нормалово. А вот мы у себя хлеб специальный эвхаристичный делаем, а вы у себя нет. Нормально костел? Нормально. Нормально. Специальный хлеб робится завжди для Евхаристии. Вы видели, какой хлеб делает неоготовхоминат? О, вы не видели? Они еще в руки. Ну, короче, есть простора для спречек. Не для спречек. Мудрый человек разумеет то, что костел – это огород, где есть разные цветы. И каждый цудовный, сам по себе. А коли разумеешь костел, как мур цегляный, цеглы с одной фабрики, и такой мур можешь поставить. Ну, такие костюмы так само. Не цікаві. Он не цікавый, але я веду, я таких сустракала. Но. И ты такой пришел, ты вот такой весь из себя такой. Но. А ты такой. Не. У нас так не робиться. Мені цікавий костюм, так як говорив Ян 23-й папа святий, що це огород, де є шмат різних квітків, кожне цудовне. Цудовне. Мені треба ще задати обов'язкове питання. У мене там є спис обов'язкових питань. Обов'язкове питання для програми «Голос покликання». Що відчував молодий чоловік, який ляжить ніцма, і його переутворяють з звичайного чоловіка у незвичайного, у святара? Я просив Бога, щоб оставатися звичайним чоловіком у цьому незвичайному покликанні. Ще тут питання прикладається про сльози. Ці були? Були? Я говорив тобі. Тихі? Ці гучні? Гучні? То ніхто не чув, але гучні. Да? Так, були. Потім ще, як зустрітися зі своїми батьками, коли ти вже в сутані, а для їх ще все ж таки син, який їх не послухався? Просто. И они сами пришли к тому, что просили прощения. Ясно. Но. И вот это вот отчувание, что как-то вы так ролями так поменяете, что ты теперь батька. Не, просто, просто мама, тата разумели, что я святары могли ставлять питание духовного, так скажем, такого размера. А просто они, как батьки, остались для меня. Но я их уже не слухал, как маленький хлопец. Просто они так само разумели, как мои сестры пошли в своей семье, то они пошли уже все. То уже те относины батьков до взрослых детей другими становятся. Не? Просто. Так само в святарстве другими. Ну так. А диаконат был больше таким значным потрясением. Ті уже Деканат. Ну, бо то було, треба вже вирішити у своєму серці целібат, що я остаюся в целібаті і все. До речі, як помиритися з целібатом? Так як з вірністю одної жені. Так само. Ну, вірність одної жені може бути таким, Ні, вірність, просто вірність, ні? І так само вірність Богу. Мені буде простіше, як-то з вірним одної жінчині, Після шматліких років святарства і розмов з людьми, які живуть у сімейних відносинах, я зрозумів, що так само вірність
Jezusу Chrystu, ja zrozumiałem, że ty tak samo trzeba, aby była wierna Chrystu, aby być wierna mężu. Параллельно. Tak, paralelno, ja zrozumiałem, nie? Может пойти больше. Так. А тут просто эта верность – очень важно. И тут никуда не уйдешь от верности Христу, верности мужу, жонке, своему покликанию христианскому. Так само молодой человек, коли разумеет это слово «верность», будет вести так само цнутливое житие. И просто, видишь, любовь николи не хочет скривдить другого человека. Там внутри твоем сердце могут быть идеи, Боже мой, какие хочешь. Но любовь не забивает. Не? Любовь не забивает. И тому, когда любовь уже движется тобой, больше меньше в твоем сердце есть любовь Божия, и она шукает добра, а не зла. Просто. И не может быть так, что ты говоришь, у меня Дух Святый, и он меня зараз нашел в кости другого. Так? Ну, не. Так, бачили ви такі Дух Так. Не, ну, просто любов ніколи не шукає зла, а завжди шукає добра. Є ще є питання. Калівацька. Є питання на конт, коли пропонували ізнову в Гомель. Ну, ці что-нибудь такое. Хотели бы еще раз в такую речку? Дорогие гомельчане, мои дорогие братья и сестры, Иисус Христос ведет историю, и если бы такое питание появилось, я бы шукал зрозумілого ответа на это питание. Но зараз його немає, так що пробачте. Добре. Що сказати чоловіку, який відмовляє наявність Бога і каже, ваш костюл – це маркетинг? Я люблю це питання. Я часом сама подаю, що костюл – це добрий маркетинг. Ну, і там все так як-то добре в ньому. Мені то подобається, тому що ми професіонали. То так, в шутку. А маркетинг просто можна зробити з цього, ну, так, шоу, так скажемо, маркетингу, так? Ну, так. Можна, но коли це маркетинг, зрозуміло, що це буде нецікаво, но доля правди в цьому є, і треба продукт продавати поспіхово, щоб все було добре. Но маркетингу учимося у Ісуса Христа. Просто. І Він давав, яким чином це все. Просто життя. То, що цікавить чоловіка, це щасливе життя. І кожен хоче бути щасливим. І ти, і я, і твій муж, твої діти. І коли знайдеш ключ розуміння, що це щастя, це маркетинг. І чим більше маємо таких співих католиків чи християн у своїй супроводі, значить маркетинг буде поспіховий. Коли другі, які, ну, звонку бачать твоє життя, і у них є зацікавленість, чому ти так живеш і откуль це, значить маркетинг чудовно працює. То значить, у твоєму житті бачено то нове життя, яке отримуєш від Ісуса Христа. То ви лічите, що маркетинг – це вельми хороше. Ну, я так лічу. Треба, ну, і що це маркетинг? Святое життя, коли нема святих. І стільки різних ти отримуєш там плюшок на виході. Ну. От, тільки причинившися до цієї справи. Ну, і чудовно, не? Да. Ну, і другі. Сенс відмовлятися від цього. Так. Можна, але який сенс? Ну, так. Тратить життя, а вибирати смерть. Дякую, я не хочу. А вам 64 роки, ви молодий чоловік? Но вельми молодой, потому что только что был с молодыми в Лиссабоне, на чудовной встрече с папой, с молодыми людьми. Я там себя чую вельми добре и чую все внутри молодым. Ну, звонку, як є, так і є. Ну так, я не можу викупити, що ви так, не молоді. Так, але молоді люди шукають айцов, а не яких шоуменів сутання. І тому... Вам подобається ця функція? Так. Не може не функція, а життя, яке дав мені Ісус Христос. Просто я не працюю у церкві.
у меня свои специальности. Я бы шмат больше заработал гроши, как бы працевал у своих специальностях, но не для працы я. Самая легкая. No. Какая специальность у вас еще там? Ну, я то, механиком был бы добрым, но и просто торговцом был бы добрым. И один человек мне сказал: Славомир, если бы ты был святором, был супер продавцом, супер таким бизнесменом. Но и не хочу быть бизнесменом, хочу быть святором. И когда сталося так, что можно выбрать еще раз свой путь, свою дорогу готовую, и сказали, там можно поменять щось, заставили бы як есть? Так. И так, як было. И ничего бы не менял. Потому что это живая история, и треба на этой дороге вучиться так само покоры, треба вучиться мудрости, треба падать, как вставать. Все это потребное. И все, что было, дякую Пану Богу, что было. Конечно, все мы очень благодарны ксензу Славомиру, что он у нас был. Он с нуля все здесь в Гомеле организовал. Приехал с одним чемоданчиком и уехал с одним чемоданчиком. Но он столько душ к себе привлек. И нам от этого было так легко. И мы, такие атеисты здесь, наши бабушки, мамы держали веру. Но атеизм такой прошелся по Гомельщине. И особенно вот даже по мне. Да, я не вникала это не во все. Ну, религиозная такая была, понимала, что вот надо маме как бы угодить на праздники. Там, естественно, собирались. Но чтобы так осознанно все это, себя уже, как говорится, посвятить, у меня то времени не было, а больше желания и лени. Но с приездом Славомира, конечно, все переменилось, потому что это все настолько он мог тебе влезть в душу, и ты мог ему полностью открыться. Это не каждому дано, и это, наверное, только такой редкий дар бывает у человека. И вот что его все проповеди, все его учения, и мало что он по-божески, но он и по-человечески очень-очень огромный человек. Поэтому для нас он, конечно, он всегда есть и будет для нас самый лучший священник, что у нас был. Конечно, мы к нему были настолько привязаны. Мои дети, вот Юля называла его «батька Черномор ваш». Куда он, туда и мы. Сколько он нам всяких поездок организовывал, сколько всякого он нам показывал, сколько рассказывал. Это только с одного познания этого. А сколько вот именно так духовно, это нельзя вам даже рассказать это. И, конечно, вот, хоть мы и католики, как считаемся, но мой муж был православный. И я очень хотела, чтобы он тоже поехал в одну поездку. Мы ездили в Италию. Я уже несколько раз была, а я так сильно хотела, чтобы он поехал. И вы знаете, он там мне такие условия ставил, что вот все, если я поеду, то ты мне уже будешь год целый там, как он говорил, на одной ножке крутиться передо мной. И вот он съездил в эту поездку. И потом уже, когда мы возвращались, там микрофон, все делились своими впечатлениями. И Вова вышел мой микрофон делиться своими впечатлениями. Молчун, слова никогда с него не выдавишь. Там вообще. И он так это рассказывал, так. И вот с этого его началось становление, и он стал католиком. Благодаря Славомиру, представляете? Вот, поэтому, из 0 до 1000 человек, я считаю, в том костеле он создал. Деревню эту создал. Не человек, а махина, глыба такая. Мне кажется, он никогда не уставал, хоть и на лице была эта усталость, но всегда эта улыбка. Улыбка это такая доброжелательная, такая открытая. Ты растворялся в ней просто вот в этой доброте, в этом человеколюбии его. И, конечно, когда он уехал,
это было лично для меня боль. Я 2 года страдала, честно вам скажу. Мне все было не то, все было не так, но я себе перестроила и сказала, что да, он поднял такое, и, ну, чтобы там все там разбежались или еще что, но я уже теперь не привязываюсь к синзам. Все, это было тяжело, да, ну, это искренне говорю, не знаю, можно и вырезать это. Вот. Но, конечно, тоска была. Сейчас только желаем ему здоровья и его, чтобы он на большей почве, больше людей там тоже он обратил веру, потому что, ну, мы вот все с одной деревни, и приезжал он, конечно, ну, к маме по первости, и вот, ну, конечно, к нам в дом туда приезжал, и у него тоже были проблемы, но он даже делился с мамой этими проблемами, они как-то находили общий язык. Я просто даже вот, что думаю, священник как-то вот с мамой может рассказывать эти проблемы свои. Ну, мы как там Марта-то суетились возле стола, а Мария сидела и слушала. Так и у нас было. Вот. Поэтому я все равно... Он, конечно, самый лучший для нас. Сегодняшний день мы говорим перед рождением Иисуса Христа, говорим о таком человеке, который приехал, как мы говорим, издалека, с Польши. Для нас это было о Славомире. Человек, который приехал и сделал в нашем городе Гомеле очень большую радость для нас. Мы, когда увидели его, не знали, не понимали ничего, но с лица исходила такая улыбка, которая вливалась в наши сердца. И мы радовались каждому ему слову, слушали его и впитывали в свое сердце. Передо мной говорили мои сестры, они раньше меня пришли до костела, а я все маме помочь, сестре помочь. И шла далеко, долго, не так, как они шли. Но потом поняла, что Бог на первом месте. И это все нам сделал для нас наш ксёндз Славомир. Такого человека, любящего, мудрого, который слушал каждого из нас. І апошняе пытанне традыцыйна для гэтай праграмы. Маем надзею, што ёсць мужчыны, маладыя людзі, якія таксама, можа, крышачку ўжо чуюць нейкі голас, які іх там кудысьці заве у гэты бок. Так. Зрабіць гэты выбар. Можаце ім штосьці сказаць важнае, ну, каб гэты голас яшчэ больш грунтоўна і ясна прагучаў? Не бойцеся паклікання, таму што калі кліча Езус Христос, Ён не бярэ пад увагу твае магчымасці. Не бойся. Ён з цябе зробіць свайго апостола і так папрацуе з табой, каб ты быў гатовым і спасобным працаваць для яго. І таму не бойцеся. Таксама да дзяўчат гавару, якія, можа, меркуюць пайсці ў манастыры, а баяцца. Немагчыма. І зразумеў, што немагчыма, і таму кліча Бог, а не чалавек. Калі было ўжо вядома, што буду становіцца дыяканам, прыйшлі да мяне мои бацькі. Прасілі паразмаўляць. Я так быў здзіўлены, што сталася. Славомир, мы просім у цябе прабачэння. Мы за што? Калі пачалось твоё жыццё, мы хацелі цябе просто удаліць, убіць. Маці сказала, что все зрабіла, ну, кроме просто аборта. Все таблетки, там все, что знае. Мы не хотели твоего жыцця. А зараз бачым, что мы нарабілі. Не? И та размова была вельмі важна, потому что я разумела, сказал, ну, прабачаю вам, не ведал об этом, но не так мужно рассказали об этом. И то есть вельмі важно, потому что, калі жыццё пачалася, то есть Божий план для человека. И калі они уже были у супруги, но финально сами робили этот шлях духовный, зразумели, что бы натворили. Ну и это было такое цудовное примирение между нами.
I ja ubaczył, jak Bóg dozwolił, tak samo wyzwolił mnie od takiej fałszywej lubi potem moich baćków, jakie mnie lubili aż nadto, prosto aż nadto. Bo chcieli jakby, rozumiesz, odkupić swoje wino, jaką tam by narobili, Bóg zna co. I potem to stało bardziej normalnym odnosinami, takim, ja był bardziej swobodny, maci, baćka tak samo bardziej spokojnie odnosili się już do moich wyborów, do mojego życia. I to był też tak samo wielmi ważny moment w moim poklikaniu u tej podrychtowki do tego, jak pisać światorą. Człowiekiem wyzwolonym tak samo od tej fałszywej, afektywnych odnosin z baćkami. To jest wielmi ważne, żeby mieć taką swobodę. I ta swoboda przyszła w ten moment, kiedy my porozmawiali. Мы не подняли, до речі, тему стосунків дітей і батьків. Так. А від вас можна було шмат чого в цьому сенсі почути. До речі, ведаю, що в Гомелі шматдітність, вона така на топі. Так. Дякуючи так само і вашій там праці. Бо ви шмат чого людям навчили. Jest taka śmieszna historia. Один parafianin при всех сказал, ты, а после мои двое дети, это работа ксенца Славомира, а я стою, говорю, неправда, это не я, это ты. Хороший жарт. Так, ну Да, такий жарт, але так, хороший жарт. В Гомельському костюлі вельми шмат Так, дітей. wiesz, kiedy poczujesz cenę życia i ważność życia, wtedy całkiem по-другому. А еще в Гомеле такое есть, что дома мы своих детей гоняем, а в костюле целуем. Nie, ja miarkuję, że hipokryzja, znaczy to greckie słowo hipokryzja, znaczy licemierie. Tak. To same straszne, co może być użycie. Nie? My doma takie, a na ulicy takie, a w kościele jeszcze takie. Ja zawsze говорю, bądź jednym człowiekiem. Tu, tam. I to samo składane. No, kiedy masz nowe życie od Jezusa Chrysta, to masz. Kiedy nie masz, wtedy ty licemier просто, religijny, niczego więcej. Які ще кепські якості ми сьогодні не узгадали? Nie, to można o drugich говорить. No, od всех kiepskich jakości liczyć Jezus Chrystus. I kiedy ty robisz żywą drogę z Jezusem Chrystusem, god za godem, coś ci on tam liczyć, pokazuje. I trzeba być takim człowiekiem odczynionym, nie bać się, a глядеть na siebie w lusterkach Bożego Słowa i czytać tam, i глядеть siebie. Вот to prawda, ja taki. Właśnie naresztwo сказал moim parafianom, nie wiedzą jak wy, no ja wielmi kiepski człowiek. I temu potrzebuję Jezusa Chrystusa. I dziękuję mu, że rodził się on w Wifleемskiej szopie. Moje serce takie. Dziękuję. Много было его помощников, так, типа викариев, и ни один из них не сказал, что они, Господи, прости меня за такие сравнения, что они видели на нем Духа Святого, каждый, даже те, которые с ним не дружили, которые не имели, каких-то там этих самых, что-то только приятного с ним, но все видели, что этот человек наделен даром Духа Святого. Все его коллеги, все священники, которые служили, вот их было тут 30. Приезжали, уезжали, но все это отмечали. И также и мы, все прихожане, мы тоже это видели. Когда он говорил проповедь, то это относилось к каждому индивидуально. Он и смотрел на тебя, он и видел тебя, он и говорил тебе. Это правда, это истинная правда, что это было так. И, конечно же, я его помню. И, конечно же, как он созов, это и мои сестры, особенно вот старшие, они тоже это помнят. Как он приехал в 90-е годы, из чего он начинал здесь эту стройку, когда это была мастерская художественная и не больше. И как наши прихожанки ездили не только и писали и в Москву, не говоря уже про Минск, чтобы это, как бы вернуть это здание, как изначально католического самого вероисповедания. Была здесь каплица и при кладбище. Это получилось. Он столько сделал для нашей страны, для Белоруссии, как мне кажется, никто из нас всех здесь живущих.
Вот, потому что это правда, и это истинная правда. Видит Бог, слышит Бог, что я не ошибаюсь. Он посещал деревни, которые являлись как бы фундаментом для строительства этого костела. Рудня Столбунская, Рудня Несимковская, Гацкое. И он там, ну, как бы, как по-белорусски сказать, окармливал эти деревни. И, ну, и все там тоже всегда его ждали, увидели в нем отца. Наша бабуля Александра не дожила только 1 года до его приезда в Гомель. 1. Вот, не дожила, и, конечно, она мечтала, чтобы это случилось. Был священник, был костел в Гомеле, это случилось, но уже после ее смерти. Но он ездил туда, где у нее молились, и в этот домик, и ездил к нашим мамам, вот, сестрам Марии и Анне. Далеко это? Это 50 километров. А Гацкое, там, Несимское, это немножко дальше, километров, наверное, 90. Да. Что? Вот это он ездил туда. И потому что это выходцы из наших деревень, они являлись основанием, фундаментом этого костела, который вот вы увидели, который, потому что оттуда у нас одна деревня католическая в Ветковском районе, Рудня Столбунская, и одна в Чечерском, Рудня Несимковская. Когда он уехал, вот вам конкретно как было? Что вы почувствовали в тот момент? Он все время говорил, не надо вот так сильно, понимать, привязываться. Он тоже точно привязался. И вам не надо привязываться. Но это было сразу первые, все вот свидетели, сестры, это была грусть и какая-то потеря чего-то такого, ну, светлого, такого необходимого в нашей жизни, совершенно нужного. Вот. И я, конечно, такое, ну, как бы мое личное, но вот он родился в ноябре. И потом, вот недавно когда он был, праздновали 60 лет ему было. И он же, знаете, говорю, моя мама в ноябре, мой сын, это Слава, говорю, в ноябре. Там кого-то еще назвала, он говорит, он называл меня «Любовь моя». Все хорошие люди в ноябре родились. И я с тех пор... Ну, потом это шутка. Но это не шутка, это правда. Все хорошие люди, которых я знаю, родились в ноябре точно. Ну, говорила ему, конечно, комплименты, потому что он не только священник такой от Бога, он еще как бы красивый, иногда, мне кажется, какого-то голливудского похода, вот такой вот он, вот такой у нас ксёндз. И самый благонадежный, самый надежный был человек в нашей стране, в нашей Белоруссии, самый. Я другого такого не знаю, он был самый надежный. Но это только я так считаю, возможно, и Бог, и многие другие, но не все, конечно. Я ще, знаєте, що хотіла запитатися? Я хотіла запитатися про... Зараз ми розмовляли з людьми у Гомелі, і вони вельми мають такі добрі переваги, споміни гарячі. І мені здається, що треба допомогу моральну оказувати святарам, які там працюють після вас. Можете щось сказати? Святарам, я маю на увазі, не людям. А что? Но, которые пришли в Гомель, и им все кажут, а вот наш ксёндз Славомир робил по-іншому. А ксёндз Славомир бы так не робил, а робил бы інакше. Что робить в этом? Вот это треба выправлять. Да, что треба выправлять, но что им сказать? Я скажу так, я бы не хотел быть на вашем месте, просто потому что я понимаю то, что вы испытываете. Было вельми тяжко працаваць пасля того, хто быў, ну, як бы айцом у пачатку гэтага адраджэння. І зразумела, што я быў такім первым святаром, якога яны бачылі ў сваім жыцці. І для них святар значит это ксёндз Славомир, а все другое, что не совпадает, так скажем. Да, шампунь от пепельницы, как ну, и потому будьте спокойными, робите, как умеете,
і не бойтеся робити так, як потрібно, но тримайтеся, може, цієї харизми, яка там заложена, що на самой справе для гомельчан шлях до Верховної вельми важливий, що там формується парафія, як парафія, так само. І так само шукайте других дорог для евангелізації, які вам покаже Господь Бог. І все, і все спокійними. Праці, що 20 років все це спиниться. Мужайтесь, не бойтесь, уже приходит Господь избавить нас, избавить нас, избавить нас. Живите в радости, Господь уже близко. Живите в радости, Господь уже близко. Живите в радости, уже приходит Господь избавить нас.